Доброе утро, дорогие телезрители. Утро Якутии в эфире. Вместе с вами встречаем наступивший день. И по традиции, конечно, в эти дни, в течение этих 2 недель наши выпуски, как и, наверное, вся наша жизнь, в принципе, посвящена главному спортивному событию не только нашей республики, но и азиатского региона. Это, конечно же, игры «Дети Азии», на которые съехались представители множества стран, которые каждый день соревнуются, зарабатывают свои медали, разыгрывают медальные комплекты. И тем не менее, это, конечно, всегда захватывающе и интересно. Мы об этом говорим. Каждое утро подводим какие-то итоги вчерашнего дня, возможно, несколько дней назад, что происходило. И сегодняшний день, конечно, не исключение, потому что игры до 6 июля продлятся. 6 вечером будет закрытие. Мы за ним тоже будем вместе с вами, конечно, наблюдать. Поэтому все круто. Праздник спорта 2 недели. Это просто замечательно. Сегодня также расскажем, чем сегодняшний день будет насыщен, куда можно сходить, что посмотреть, за кого поболеть. Это будет чуть позже, а пока давайте переступим к нашей такой ретроспективе соревнований, которые уже прошли. Ну, к слову, сегодня завершаются квалификационные бои в рамках соревнований игр «Дети Азии» по боксу. Они завершат 4-дневный цикл квалификации, и уже с завтрашнего дня начнется розыгрыш комплектов медалей. Ну, а сейчас давайте узнаем о ярких моментах уже пройденных квалификаций. Бокс был включен в программу самых первых игр «Дети Азии». В этом году на соревнования приехали 129 спортсменов из 8 стран. Юноши соревнуются в 13 весовых категориях от 44 до 80 килограмм. Девушки в 6 от 44 до 57. Здесь нет никакого рейтинга. Жеребьевку проводили случайным образом, кто на кого попал. То есть это компьютерная жеребьевка была. Получилось так, что первые бои проводят сильнейшие боксеры весовой категории. Где-то слабый на сильного вышел. Поэтому выводы пока делать рано. Но традиционно команды везут сюда подготовленных боксеров. Здесь нет никакого рейтинга. Жеребьевку проводили случайным образом, кто на кого попал. То есть это компьютерная жеребьевка была. Бокс является одним из самых зрелищных видов спорта. И несмотря на то, что пока проходят лишь предварительные поединки, в зале сложно найти свободное место. Бои ведутся на 2 рингах. В первый день соревнования выступили 40 юных боксеров в 4 весовых категориях. Чуть-чуть подустал, соперник был выносливый. Он шел вперед, я шел вторым номером. Где-то проваливал, где-то больше двигался. Одержал победу. Я много проваливал, встречал. Но я оказался выносливым, поэтому победил сегодня. Бокс традиционно собирает много участников на играх. Ребята боксируют в мягких перчатках весом 284 грамма. Удары наносятся в переднюю и боковую части головы и туловища соперника. Бить ниже пояса запрещено. За боем внимательно следят судьи со всех сторон ринга. Вместе с ними медицинские работники. Безопасность и соблюдение правил – важнейший фактор при организации боев среди детей. Соревнования будут проходить на протяжении 6 дней. Финальные встречи состоятся 5 июля. Материна Алексеева, Радомир Сергеев. А вот в спортивной борьбе соревнования завершились. Мы, конечно, акцент всегда делаем на вольной борьбе. Накануне, кстати, прошли последние финальные схватки. А значит, все комплекты медалей в этом виде спорта уже разыграли и определили тройку лидеров. Давайте же узнаем, спортсмены какой сборной оказались лучшими. До финала игр «Дети Азии» по вольной борьбе среди юношей дошли по-настоящему достойные борцы. В том, что это был результат упорных тренировок, стойкости духа и стального характера, не было сомнений. Практически каждая схватка сопровождалась слезами. У кого-то от радости, у кого-то от горечи поражения. Очень эмоционально происходят эти встречи. Непривычно, что у детей столько эмоций, какие-то моменты. Очень красочная, интересная борьба. Обладателем первой золотой медали финала по вольной борьбе стал Кирилл Кондрашов из Сибирского федерального округа. Его соперником выступил азербайджанец Гусейн Рзазаде. Сибиряк с первой же минуты схватки взял инициативу в свои руки. Кондрашов оказался весьма хватким парнем. Финальную встречу он победил, уложив своего соперника на лопатки. Чистая и безоговорочная победа сибиряка. Мне в конце плохо. Как
старался как можно быстрее положить. Тренер сказал, не надо долго бороться, надо быстрее положить. Если я бедрануть хотела, он упал, я его на лягушку положил. Еще одну зрелищную борьбу показали представители Кыргызстана и Узбекистана в весовой категории до 41 килограмма. На второй минуте схватки борец из Кыргызстана сделал прием, который принес ему заветные лидирующие очки. Но тут секунданты узбекского борца не согласились и бросили челлендж. В итоге им удалось оспорить решение судей, и счет финальной схватки сравнялся. Борьба за золотую медаль оказалась настолько жесткой, что борец из Узбекистана получил травму. Но это не помешало ему обратить схватку в свою пользу. Еще одно золото игр «Дети Азии» ушло в команду Узбекистана. Ну, травма не помешала, все благополучно завершилось, как я думал. Ну, тренера сказали, что ты должен бороться до конца, потому что это золото для Узбекистана очень важно, поэтому он и до конца терпел. По результатам финальных схваток по вольной борьбе среди юношей в лидеры выбилась команда Узбекистана. Вторую строчку заняла команда Кореи и на третьей позиции Кыргызстан. Роман Савинов, Станислав Потапов. Ну, в целом, да, как я сказал, спортивная борьба включает в себя много подвидов, и Центр спортивной подготовки «Триумф» в эти дни стал как бы центром борьбы в прямом смысле этого слова. В целом там прошли соревнования, как уже было, мы посмотрели сюжет по вольной борьбе, о которой говорили только что, а также по греко-римской борьбе соревнования там проводились, за схватками наблюдала Ирина Жданова. Для участия в соревнованиях по греко-римской борьбе собрались лучшие борцы. Многие из них являются призерами и победителями всероссийских и международных турниров. Поэтому этот день был полон ярких поединков и бросков. Он в прошлом году был призером Европы, в этом году чемпион Европы. Этот белорус тоже очень хороший спортсмен, он тоже призер Европы. Знали, подготовились на эту схватку. Борьба между соперниками не шуточная. Никто не хочет уступать друг другу. Схватки получаются тяжелыми и зрелищными. Все борцы настроены решительно. Во время борьбы права на ошибку нет. Борцы греко-римского стиля соревнуются в 7 весовых категориях. Все предварительные поединки пройдут в течение одного дня. Греко-римская борьба – это не только зрелищный вид спорта, но и огромная польза для здоровья. Она развивает силу и выносливость. А соперникам на татами приходится молниеносно принимать решения и оценивать ситуацию. А это заставляет мозг непрерывно и быстро работать. Благодаря своей технике и стратегической сложности этот вид борьбы с каждым разом привлекает все больше участников, подтверждая высокий интерес к греко-римской борьбе среди мастеров ковра. Ну, соперники здесь достаточно хорошие, и сюда многие приезжают первые номера сборных, поэтому команды классные, хорошие команды, и ребятам есть чему поучиться и, соответственно, приобрести опыт в международных соревнованиях. Участники демонстрируют высокий уровень мастерства, радуя зрителей яркими поединками и неожиданными тактическими решениями. Соперники всегда сильные, то есть состав очень хороший подобрался в каждых весовых категориях. Я посмотрел по 12 человек, то есть и белорусы, и Республика Казахстан, и Республика Киргизия, и Республика Таджикистан. Ну, достойные ребята, придется поработать. По вольной и греко-римской борьбе будет разыграно 26 комплектов медалей, как среди юношей, так и среди девушек. Ирина Жданова, Вадим Барашков.
Ну, вообще через, назовем так, школу игр Дети Азии прошло немало человек за историю этих игр, почти что 30-летнюю. И в прошлом году был учрежден Союз выпускников. Это организация, направленная на объединение всех спортсменов, которые принимали участие в играх. Спортсмены делятся с детьми опытом, которого им, возможно, самим не хватало в начале пути. И у нас сегодня в гостях выпускник вторых игр Дети Азии, чемпион мира и Азии по дзюдо, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по дзюдо и выпускник игр, как мы уже сказали, Максим Раков. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Ну, давайте немножко углубимся в прошлое. Да, как вообще мы перечислили титулы, да, как минимум чемпион мира, это уже невероятное достижение в спорте, в принципе, считается всегда. Как ваш спортивный путь начинался? Может, вспомните самые первые свои соревнования? Начал я заниматься с 7 лет. Самые первые соревнования, если так брать, наверное, первый такой серьезный международный старт, это именно Дети Азии были. Один из первых. Занял здесь 3-е место. И такая отправная точка в моей карьере, наверное. Одна из отправных точек. Это были Дети Азии. И как дальше тогда спортивная карьера начала развиваться? Ну, дальше, да, были и победы, были и поражения. Был призером чемпионата мира по молодежи. Были травмы, очень много всего было. Но в дальнейшем, да, вот в 2009 году стал чемпионом мира по дзюдо. В своей стране первый чемпион мира. Являюсь первым чемпионом мира. Это здорово. Ну и вот в ваших словах, да, классическая схема, никогда без поражений не бывает побед. Да, безусловно, конечно. И поражение и победа, они всегда рядом. Это всегда опыт. Поражение бывает намного сильнее, опыт намного больше дают, чем выигрыши, потому что ты делаешь определенные выводы, и дальше идешь к своей мечте. Ну вот говоря про концепцию, да, о которой я сказал, что поделиться опытом, возможно, тем, которого не хватало в играх Дети Азии прошлых лет, вот каким опытом, может быть, для будущих участников игр вы можете сегодня поделиться, потому что нас смотрит немало человек, да, тем более сейчас идут игры, мы о них говорим, люди, кто-то вдохновляется из детей действительно этим, но вот что-то, может быть, есть такое, какой-то совет, может быть, даже, от которого вы бы не отказались тогда на вторых играх? Ну, безусловно, буквально сейчас с утра, да, у меня была встреча с детьми в проект «Будущий чемпион», да. Чем могу поделиться? Ну, в первую очередь, это никогда не сдаваться, всегда пробовать, не бояться, слушать своих тренеров, своих наставников. Как бы, наверное, один из таких, да, без труда ты не выловишь и рыбку из пруда. Это из народа идет, и это всегда действует. Ну, это говоря про развитие игр тех же, да, у вас, наверное, есть с чем сейчас сравнить, если говорить вторые игры, сейчас уже 8-е, уже сколько лет прошло с тех пор. Как, на ваш взгляд, понятно, что мы там понимаем, что появляются там технологии, в том числе там даже, ну, там, говоря про судейство поединков и так далее, но в целом, в общих чертах, как изменились, на ваш взгляд, за это время игры Дети Азии? Ну, безусловно, колоссально изменились. Вообще очень рад находиться здесь. Касаемо дзюдо, допустим, состав, больше стран стало, как бы конкурентоспособность выросла, проведение на другом уровне. Блин, ну много очень, инфраструктура. Даже то, что мы здесь, представляете, ну если там образно в 2000 году я бы мог переговорить, там, поговорить, посоветоваться с чемпионом мира, это же очень здорово. Это большая работа Международного комитета Дети Азии в лице Владимира Владимировича Максимова. Так что я думаю, очень здорово. А внимание, допустим, ладно, вот мы в Якутии, да, для нас это прям вот главное событие спортивное, мы его ждем, мы им живем. В других странах, участницах, настолько же вот внимание приковано к играм? Ну, я думаю, сейчас, да, идет такое развитие, потому что вот, ну, если брать там нашу страну, у нас сейчас мы, по-моему, больше 200 человек здесь, ну, вот, представителей, да. Все ждут, все очень рады. Для детей это большой такой старт, потому что это одни из первых игр в жизни спортсмена. В дальнейшем будут там азиатские, если брать регион, это азиатские игры, олимпийские игры. И здесь это такая как бы маленькая репетиция, большой спорт. Так что я думаю, все дети очень рады, все замотивированы. Да, ну, в принципе, оправдано название «Детские Олимпийские игры», можно называть спокойно. 100%. Ну и завершая беседу, да, поговорим про сам спорт, про навыки и возможности участников. Как вот, ну, я думаю, наблюдаете все равно за соревнованиями, так или иначе. Как оцениваете подготовку спортсменов, которые вот в этих играх участвуют? Ну,
Касаемо своего вида спорта, конечно, он развивается, он сейчас в топе. И если брать данные соревнования, очень есть хорошие спортсмены, которые показали достойную борьбу для этого возраста. Так что я думаю, только вперед, развитие. Здесь очень конкурентоспособные ребята здесь выступают. Очень много стран представлено. Прям вот есть такие прям встречи, которые видно, то, что это уже будущее каких-то стран. Что... Ну и последний вопрос, банальнейший, наверное, из всех возможных. Да, тем не менее, какими, на ваш взгляд, качествами должен обладать дзюдоист? Понятно, что это какой-то пробивной характер, опять же, лидерские качества, вот какая-то крепость характера. Может быть, есть что-то такое, что на первый взгляд незаметно, но оно очень важно? Именно дзюдоист, наверное, любой спортсмен — это трудолюбие, самодисциплина, любовь к своему виду спорта, уважение старших. Так что здесь она такая составляющая, очень много должно быть факторов. Так что, наверное, так. И вот сколько раз спортсменам задаем вопрос, всегда слышим именно трудолюбие и дисциплина. Да, это основное, это твой такой кладезь, который ты должен это соблюдать, потому что без дисциплины и труда ты далеко не пойдешь. Да, и сразу вспоминается, что талант — это всего 1% успеха. Да. Максим, спасибо большое. Вам Желаю спасибо. продолжать наслаждаться играми. На закрытие, надеюсь, попадете, посмотрите на него, если получится. Нет, у меня такая маленькая программа. Да. Ну, всегда можно онлайн, современный мир. 100%. Ну, в любом случае, удачи вам. Спасибо, что пришли в эту студию. Поздравляю с этими играми. Почему бы не поздравить? Это праздник. Большое спасибо. Ну, а мы сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Предлагаем блок новостей. Бесплатное обучение по более чем 200 образовательным программам доступно для участников спецоперации. Так, по нацпроекту «Демография» участники СВО могут пройти бесплатное обучение по 217 образовательным программам от ведущих учебных заведений России. 28 июня по всей республике прошел второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, которую посетили более 1500 человек, в том числе более 60 участников спецоперации и членов их семей. Кроме того, на переобучение для получения новой рабочей профессии и квалификации направили 64 человека. В Якутске на стратегической сессии рассмотрены проекты плана мероприятий по профилактике сиротства, а также по развитию практики замещающих семей до 2028 года. В мероприятии приняла участие делегация из Ханты-Мансийского автономного округа, специалисты из районов Якутии, деятельность которых направлена на пропаганду семейных ценностей и благополучия семей с детьми. Отметим, в Якутии, по данным на начало года, числится почти 3200 детей-сирот. Из них на воспитании в семьях находится почти 89%. Начались соревнования по стендовой стрельбе игр «Дети Азии». Участие принимают более 20 спортсменов из регионов России, в том числе из 3 зарубежных стран. Соревнования проводятся на открытых стрельбищах. Стрельбу ведут из гладкоствольных ружей, зарядами дроби по специальным мишеням, тарелочкам, которые выбрасывают в воздух с помощью специальной машины. Они летят со скоростью 20 метров в секунду. Соревнования включают 2 дисциплины: трап-траншейный стенд, скид, круглый стенд. На 8-х играх «Дети Азии» в этом виде разыграют 5 комплектов медалей. Очень долго и упорно шли к этим играм для достижения цели. Это золотая медаль. Это очень сложный вид спорта. Тут каждая мелочь играет свою роль. И надо все практически идеально делать. Очень жарко, все печет. Насекомые летают, мешают очень сильно. Из-за этого очень тяжело. В целом, с холодной головой подходить к каждому выстрелу. Ни о чем не думать. У меня все есть: движение, техника. В программу 8-х игр вошли соревнования и по танцевальному спорту. 7 пар на паркете спорткомплекса «Мадун» представляют свои регионы. 6 пар из России, 1 из Монголии. Их оценивают 16 судей. Соревнования по танцевальному спорту проводятся в несколько туров, от предварительных до полуфинала и финала. В двоеборье входит 2 программы – европейская и латиноамериканская. Каждая включает в себя по 5 танцев. Спортсмены демонстрируют разные качества – физическую силу, гибкость и координацию, выносливость, грацию, стиль и музыкальность.
Танцевальный спорт в программе игр «Дети Азии» в последний раз был в 2008 году. И, конечно, мы Союз танцевального спорта, Федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла нашей страны не можем не радоваться и благодарить дирекцию игр, лично президента игр Владимира Владимировича Максимова о включении нашего вида спорта в программу игр. Спасибо нашим коллегам. Так сказать, самая свежая информация с самого утра. И говоря про утро, пока день только начинает свои обороты, можно уже начать его планировать. Поделимся информацией о том, какие спортивные и культурные мероприятия в рамках игр «Дети Азии» можно сегодня посетить. Например, сегодня завершаются финалы по легкой атлетике и стартуют соревнования по брейкингу. Начинаются также финалы по скалолазанию и состоятся финальные матчи по футзалу. Что касается культурной программы, после обеда в Старом городе продолжит работу выставка «Город мастеров». В 7 вечера на площади Дружбы пройдет концерт группы «Ултан», а на Комсомольской площади традиционно в 7 вечера пройдет медальная церемония, которая завершится концертом группы «Breakout». Поговорим о том, чего ожидать сегодня. Поговорили точнее, да. А сейчас немного вернемся во времени. Соревнования по настольному теннису приковали к себе немалое внимание болельщиков. Этот спорт основан на реакции и внимательности, причем больше, чем его старший брат, за счет того, что в настольном теннисе площадка, он же стол, намного меньше. Тем не менее, соревнования по этому виду спорта завершились в воскресенье. О ярких моментах тех дней нам расскажет Дая Барашкова. Невероятные накаты справа, точные удары по углам, целостность движений продемонстрировала спортсменка из Сирии Заза Хэн. В одиночном разряде за право биться в финале она вырвала 3 очка у Софии Брегиной из сборной Уральского федерального округа. Сейчас Хэн Заза, она пошла на финал, будет играть с русской девушкой. Мы надеемся, чтобы получать золотую медаль. Заза Хэн начала заниматься настольным теннисом, когда ей было 7 лет. Долгий усердный труд и, несомненно, талант открыли ей двери на игры «Дети Азии». В финале она встретилась с Екатериной Храмовой из сборной Москвы и со счетом 4-1 выиграла золотую медаль. Матч был действительно очень трудным, но я выиграла. За право биться в финале я много трудилась. Я действительно очень хотела выиграть и направила все усилия. Спортсменки из России достойные и очень сильные соперники. Победа приходит только через колоссальный труд и упорство. Третье место также поделили спортсменки России Софья Брегина из Екатеринбурга и Мария Дашатова, Москва. Отличную физическую подготовку и высокоразвитый интеллект продемонстрировали юные мастера по настольному теннису. Зал скандирует, идет напряженная борьба за медаль. В одиночном разряде юношей Изот Кирвашапкин из команды Москвы и Игорь Гордин из Уральского федерального округа счет вели на равных. Игорь с отрывом в 3 очка отвоевал право биться за золото. Было сложно. Шли на равных всю игру. Там в конце я чуть-чуть расслабился как-то, пошло, не знаю. Начал предпринимать какие-то меры. Москва сильная приехала. Там первые 2 номера. Романовский, Кривошапкин. Вот Кривошапкина выиграл, 1 номер. Сейчас финал с Романовским, 2 номер соревнований. А в финале проиграл Павлу Романовскому из сборной команды Москвы со счетом 4-2. В парных соревнованиях золото среди юношей в составе сборной Москвы завоевали якутянин Изот Кирвашапкин и москвич Павел Романовский. У Изота также бронзовая медаль в одиночном разряде. Среди девушек Мария Селивонец и Варвара Зайцева, Беларусь. В этом году по настольному теннису соревновались 14 команд из регионов России и стран Азии. Китайская Народная Республика считается сильнейшей в мире по настольному теннису. Но в этом году у них было заявлено всего 2 спортсмена. К сожалению, они не вышли в финал. Добро пожаловать в Якутию. Спасибо. Вы первый раз в Якутии? Да, я в первый раз в России. Какие впечатления, эмоции испытываете?
Чувствую себя хорошо. Люди здесь очень теплые, дружелюбные. Мне нравится быть здесь. А во сколько лет вы начали заниматься настольным теннисом? Начала в 11. В Китае большинство любит этот вид спорта и занимается им. Правда ли? О, да, этот вид спорта является очень популярным в Китае. После этих соревнований будете ли вы еще усерднее заниматься? Соревнования очень помогли мне понять мои собственные ошибки. Я буду работать над этим. Горечь поражения и радость победы. Эти соревнования оставят яркие впечатления у любителей данного вида спорта и, конечно же, у участников, юных мастеров. Дая Барашкова, Иван Сорокоумов. К завершению близится соревнования по волейболу. Встречи команд проводятся с утра до вечера. Среди девушек на этих соревнованиях представлены 8 команд, среди юношей 9. Подробнее о соревнованиях далее. Среди юношей первыми встречаются команды Республики Кыргызстан и государства Палестина. Волейболисты из Кыргызстана с самого начала занимают лидирующую позицию. В результате счет 3-0. Здесь мне очень понравилась игра Ташкента, Узбекистана. Они играли вчера против нас. Все рослые, сильные парни. Вот. Вчера, к сожалению, проиграли 3-0, но шансы еще есть. Завтра покажем нас. В волейбольный турнир для юношей и девушек возрастной категории до 17 лет вошли 6 национальных сборных из разных стран и республик и 7 команд представителей России. Ну, претенденты, наверное, традиционные среди детских команд. Это Сибирский округ, Уральский округ, это Беларусь. Но не буду Казахстан с счетов снимать. Все участники демонстрируют высокий уровень подготовки, хорошую физическую, техническую и психологическую подготовку. Игра в волейбол занимает второе место по популярности в мире после футбола. В него играет около 1 миллиарда человек, а это около 15% населения. То есть каждый 10-й житель планеты – волейболист. После смены команд на поле спортсмены из Узбекистана и представители Сибирского федерального округа. Согласно положению, в следующий раунд, полуфинал, из групп выйдут 2 сильнейшие команды, которые наберут наибольшее количество очков. Ирина Жданова, Георгий Григорьев. Напряженная атмосфера несколько дней стояла в бассейне, где проходили соревнования по плаванию. Может показаться, что в эти жаркие дни больше всего везет как раз тем, кто день проводит рядом с водой, но это применимо только в обыденной и размеренной жизни, а не когда речь идет о медалях игр Дети Азии. За борьбой наблюдали наши корреспонденты. В течение 3 дней 127 спортсменов из 9 стран мира и 6 регионов России опробовали дорожку бассейна Чолбон. Соревнования на дистанциях от 100 до 1500 метров прошли по 7 основным стилям. Дух соревнований здесь витает уже 4-й день. Каждый заплыв практически на одном вдохе. Разница между финишерами измерялась долями секунды. Соревнования очень понравились, как детская олимпиада. Все так украшено, весь город украшен, красиво все. Много команд приехало, интересные заплывы, интересно смотреть на другие команды, на другие города. Соревнования прошли хорошо для меня. Во время проведения заплывов зрители и другие пловцы старались поддерживать участников. Но наиболее эмоциональной вышла эстафета дружбы. Изюминка необычного заплыва – формирование команд. 27 команд, 4 заплыва. Соревнования по плаванию завершает эстафета дружбы, где спортсмены были распределены в команды из разных сборных стран и регионов с помощью жеребьевки. Эстафета дружбы, думаю, это очень
забавная идея, потому что так мы более... Находим друг с другом общий язык, смогли подружиться с разными странами. Это те же самые незабываемые эмоции, впечатления, которые останутся на всю жизнь. В соревнованиях каждый старается улучшить свои показатели. Юная пловчиха из Азербайджана Властелина Хасянова уже улучшила личный результат на своих дистанциях и стала кандидатом в мастера спорта. Мне очень все понравилось, я собой горжусь, я очень рада. Беларусь очень сильная команда. С Россией Москва очень сильная команда и Таиланд. Я очень поражаюсь их результатами. Они очень сильные, высокие, и я буду стремиться плавать лучше, чем они. Все хорошо, хороший бассейн. Мы отлично подружились. Все было хорошо. Мы в одной команде и уже как будто в одной стране родились и вместе дружим. Среди юношей первое место завоевала команда «Цунами» с пловцами из Беларуси, Таиланда и Азербайджана. Среди девушек первое место заняла команда «Чемпионки» с представительницами Сибирского федерального округа, Казахстана и Таиланда. Завоеванные медали будут засчитаны в общий медальный зачет каждой сборной, чьи представители были в составе команд эстафеты «Дружбы». Анна Васильева, Ренат Махиев. Напомним, что сегодня завершится восхождение к вершинам игр среди скалолазов. Первые в истории соревнования по этому виду спорта проходят в спортивном комплексе Дахсун в качестве демонстрационного вида спорта. Первый этап соревнований по скалолазанию начался с квалификационных восхождений в категории «Трудность». Юные скалолазы демонстрировали удивительную ловкость и выносливость, покоряя сложные маршруты с уверенностью. Для многих российских спортсменов подготовка к соревнованиям проходила вдвойне интенсивнее, так как им перед играми приходилось завоевывать призовые места на спартакиаде в Пензе. До этого у нас еще была спартакиада, и буквально разница между детьми Азии и спартакиадой была неделя. Поэтому перед именно детьми Азии я тренировалась один раз после спартакиады. Давай, Саш, давай до конца! Но несмотря на отличную подготовку москвичей, трасса в Якутске оказалась для них намного сложнее. Тем не менее, это не помешало Саше взобраться на самую высокую точку трассы. У нас не так много складронов на трудность в Москве. И по высоте, и почти по рельефам почти то же самое. Поэтому мы просто лазаем. Нет, трасса была непростая, я бы сказала. А что сложнее всего? Наверное, вылаз после карниза. Уже когда руки забиваются, тяжело лезть. А вот как считает Микаил Рустамов, чтобы достичь успеха, нужно иметь железную волю, постоянство в тренировках и особенно не забывать про силовые упражнения на ноги. Выносливость нужна, то есть кардио, обычные силовые тренировки. Упор на ноги обязательно надо делать, потому что если лезть чисто на руках, вот у меня как раз-таки я ноги начал терять, и я смотрел, когда... Большинство людей, кто долазили ближе к вылазу из карниза, они постепенно теряли ноги. Там место само по себе такое, то что ноги могут легко улететь, но держать их в целом можно. То есть у меня ноги начали улетать, но я все равно старался их ставить. Если бы у меня вообще ноги улетели, то я думаю, я бы вообще ничего там не смог. А вот эта трасса полностью построена по мировому уровню. Именно здесь участники будут взбираться в абсолютно одинаковых условиях. И кто дойдет до вершины первый, тот и победил. Соревнования по скалолазанию будут продолжаться еще несколько дней. Впереди участников ждут новые испытания – валтеринг и командные эстафеты. Но уже сейчас можно сказать одно – эти юные скалолазы вдохновляют своим упорством, силой духа и стремлением к вершинам. Дарья Короленкова, Степан Атастыров. Ну, а спортивная программа «Игр Дети Азии» идет параллельно с разными культурными мероприятиями. Вот так в эти дни в столице республики проходит межнациональный фестиваль «Этнокампус. Игры народов России», проводимый Домом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. На фестивале представлены якутские, русские, армянские, бурятские, тувинские, татарские народные игры и игры северных народов. И у нас сегодня в гостях участники этого форума Иван и Елизавета Усовы, фольклористы и также педагоги Центра дополнительного образования детей города
города Искитима, если не ошибаюсь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Ну, в первую очередь, конечно, хочется узнать поподробнее о фестивале этом. Если можете рассказать о его программе обширной, будет здорово. Если нет, хотя бы какое именно вы участие принимаете и, вероятно, какие игры представляете? Ну, я думаю, по нашей одежде видно, что мы представляем именно русскую часть этого мероприятия. Но очень здорово, что на этом фестивале представлены игры разных народов. Это очень объединяет, потому что мы видим, мы вот вчера уже смотрели, видели игры, то, что очень похожи некоторые на наши игры. Ну, может быть, мы немножечко по-другому делаем. Вот, это... Названия отличаются. Да, названия, понятное дело, Свой отличаются. колорит у каждой игры присутствует. То есть, в целом, как будто бы все игры народные, они так или иначе да. похожи друг на друга. Поэтому они и народные. Ага. Ну, ладно, раз отличий нет, тем не менее, хотя бы в названиях, как, может быть, игры, русские народные игры называются, потому что, ну, мне, может быть, даже стыдно не знать этого, но я не знаю. Но есть очень такая у нас популярная игра, называется «Растяпа». Я думаю, это самое русское название, которое действительно может быть. Растяпа, то есть человек, который там опаздывает, куда-то забывает, что-то забывает. И в этом как раз-таки заключается смысл этой игры, чтобы успеть. Вообще все игры связаны с бытом. Например, суп варить, капустка, сели девушки, яровой хмель. Да. Такие названия интересны. Ну, а какой-то вот пример одной из перечисленных можете рассказать в двух словах, допустим, как она играется? Растяпа, она очень похожа на третий лишний. То есть люди встают в круг, один впереди, другой позади, по парам стоит. И есть третий человек, у которого нету домика. Играем мы под балалайчику, под музыкальный инструмент. Все, кто впереди стоящие, они выходят в центр и начинают плясать, танцевать, ходить, что угодно делать. Но как только музыка закончилась, надо бежать и прятаться за дом. И мы забегаем за дом, в любой абсолютно. И вот человек, который остался, он громко считает до 3, говорит раз, два, три, а ему отвечают «Растяпа ты». Да, и игра продолжается, потому что каждый раз люди меняются и становятся новые участники. Сразу у меня вот прослеживается, если взять там классические, скажем так, из детства, вот те же молекулы, да, ну, там как бы принцип другой, нужно, говорят, цифру, да, и соединиться в такое количество человек. А вообще, как вот игры, они, может быть, помогают понять культуру народа, который их представляет? Конечно, тут потому что и танцы присутствуют, и музыка, традиционные наигрыши, которые Иван исполняет на балалайке, также на гармошке играют у нас во время народных игр. И, конечно, любая игра пропитана сюжетом. Да, но на самом деле, мне кажется, так как у нас все народности произошли от земледелия, да, то есть очень связано с земледелием, то игры, в принципе, у всех народов могут быть похожи в этом направлении. Они учат труду. Да, если вот так тут посмотреть, как я уже до этого сказал, мы видим у других народов, что очень похожи игры на наши. Но можем ли мы их называть наши именно в плане того, что это русские, это игры, это вот тувинцы. Вот, наверное, игры, они в принципе мировое имеют назначение. Неважно, где ты играешь в игру, в Африке или в России. Игра, она везде игра. То есть в целом это просто модификации такие, под настройки, скажем так, да? А в целом, как вы очень увлеченно, да, и вовлеченно вы рассказываете о фольклоре, в принципе, потому что это народные игры, это тоже фольклор. Да. Как вы в фольклор пришли, и вот, насколько я знаю, вы даже, в принципе, познакомились благодаря фольклору. Да, все верно. Я учился в Новосибирске, Лиза тоже в Новосибирске. Я закончил педуниверситет наш новосибирский. И у меня там был фольклор. Его было немного, всего 20% от общего образования. Но я в него пошел и начал этим заниматься полностью. А Лиза? Я окончила Новосибирский колледж культуры и искусств в НОКе. У нас прям там отделение ФЭО. Вот. И там у нас, конечно, 100% фольклора. Мы изучаем родную культуру нашей области новосибирской. Песни, танцы, игра на разных музыкальных инструментах. Да, и как раз-таки у нас очень много проходит вечерок. Вечерки — это так называемые русские народные дискотеки, вот, где молодежь танцует, играет, знакомится между друг другом. И мы с Лизой как раз-таки познакомились на вечерке. На Красную Горку. Да, был городской праздник. И поженились в итоге, да. Так что фольклор сближает. Если вы не можете найти себе пару, вторую половинку, идите на вечерку, там найдете себе. Или в другой приемлемый вам фольклор. Возможно, это может помочь. Но вот я также знаю, что вы недавно переехали из городской суеты в деревню, и там преподаете, опять же, фольклор. Заметили ли разницу сегодня? Потому что, ну, если мы возьмем, допустим, лет 50 назад, естественно, сельская местность и городская кардинально отличалась. Сегодня, возможно, за счет развития цифровых технологий, может быть, разница-то какая-то уже и расплывчатая. Конечно, у нас в деревне есть Wi-Fi
Wi-Fi. Но Главное изменение. на самом деле деревни разные бывают. Вот. Наша деревня, это курортное место. Там детки, мы тоже когда переезжали, мы думали, сейчас увидим вот этих вот деревенских детей, какие-то стереотипы. Нет, абсолютно дети, которые также похожи на городских, аккуратно выглядят. Компьютерные классы, современная деревня. Но они очень хорошая. больше приспособлены к жизни. Это да. Самостоятельности больше. Да, они знают, что молоко не из магазина берется, а от коровы. Потому что городские дети, они увидят молоко только в магазине. Они знают, что вот она, курочка, ходит, дает яички, а потом курочка, мы с нее суп будем готовить. А городской человек, он сидит, колбасу ест и говорит, ой, животных нельзя убивать, там их надо защищать, а сам колбасу ест. Ну а вообще, говоря про детей, да, и про фольклор, опять же, вы преподаете сейчас фольклор, насколько я понимаю, да, насколько сегодня дети заинтересованы в изучении фольклора? Заинтересованы, потому что фольклор — это не просто песни, это сама жизнь, то есть то, как жили наши предки. Это очень нам приемлемо, вот. И в деревне очень хорошо и удобно объяснять детям, как подавать звук, потому что мы им приводим пример из жизни. Говорим, посмотрите, как корова мычит. Она мычит нутром, и вы должны так же. А детям городским не с чем сравнить. Они не видели такой жизни, которая окружала наших предков. Да, и в деревне, вот мы работаем как в городе, так и в деревне. В деревне дети жадные до знаний. Ну, конечно, разные дети бывают, но в основном они хотят что-то изучать. Стремятся, потому что у них такого разнообразия, как у городских детей, нету. У них нету 1000 кружков. Вот. В этом плане большой плюс, и дети везде ходят, все посещают, им интересно фольклор. Здорово, на самом деле. Ну и завершая наш разговор, первый раз ли в Якутии? Вы как вам? Ну, наверное, с точки зрения, опять же, вот какого-то обмена, культурного обмена. Восхитительно. Мы очень поражены, и нам очень приятно гулять по вашему городу, потому что каждая улица пропитана культурным кодом. Да, вы знаете, ну, вы, я имею в виду народ Якутии, понятное дело, мы... В моем лице, видимо, сегодня. Вот, весь народ, каждый человек знает, какой у него, знак, вот этот вот, эти квадратики, вот эти. Мы еще не выучили. Да, вот. Все знают, да, свои знаки, какие-то элементы традиционные. В одежде это прослеживается, стилизация. У русского народа, к сожалению, по крайней мере, вот у нас в Новосибирске не так, но мы идем к этому, мы стараемся. И вот мы как раз те люди, которые продвигают фольклор в интернете, вот, и рассказываем про традиции в современном каком-то ключе, чтобы современный человек их тоже мог переварить и принять. По современным трендам. Да. Ну, здорово. Я желаю вам удачи в вашей работе. Опять же, ну, классное дело делаете. Ничего другого сказать не могу. Ну и, конечно, хорошего вам впечатления от пребывания здесь, еще большего, кроме того, что вы уже получили. Ну и пусть фестиваль классно пройдет. Спасибо. Большое спасибо. Ну а прямо сейчас перейдем через тему культуры и творчества, вернемся в спорт, к спортивным танцам. Изящный вальс, испанские страсти пасадобля, романтичная румба и интригующая латина. Дети Азии объединяют сразу две спортивные танцевальные программы – европейскую и латиноамериканскую. На паркет выходят сильнейшие спортсмены, готовые показать яркие номера, отточенные движения, ну и, конечно же, безупречное исполнение. Ну а нам остается только за всем этим наблюдать. Всего в дисциплину двоеборья входят 10 танцев. Спортсмены разыграют 4 комплекта медалей. Судьям предстоит выбрать лучших из лучших, ведь на паркет игр съехались призеры крупнейших российских и мировых соревнований. Представительница сборной Урала Валерия Подрядова уже посвятила танцам без малого 11 лет. В этот вид спорта еще совсем маленькая ее привел отец. Все танцы обожаю. Наверное, сейчас больше всего румба – это прям мой танец по душе. Это, наверное, самый чувственный, нежный и мягкий танец. Фокстрот – это более что-то такое плывущее. Фокстрот – это... Его не исполняли, например, на балах, но, насколько мне известно, это... тоже достаточно древний танец. Фокстрот, кстати, самый техничный танец. Это такая лакмусовая бумажка для танцоров. Именно по нему судят о мастерстве пары. С этим согласен и партнер Валерии, Лев Огорельцев. Он начал танцевальную карьеру в 8 лет. В спортивные танцы пришел из другого вида – брейка. В паре с Валерией они танцуют уже 4 года.
брейк не очень нравился, потому что там дерганный какой-то. Ну, здесь более плавно, ну, как моя стихия больше. Фокстрот — это, ну, лисий шаг такой, в нем плывешь, он очень мягкий, вот. А пасодобль, наоборот, в латиноамериканской программе он очень твердый, жесткий, как Тойрадор с быком борется. На паркете выступают сразу до 10 пар. У неподготовленных зрителей глаза разбегаются. А на кого смотрит жюри? Все судьи успевают рассмотреть каждую пару. Четких правил, например, как в фигурном катании, здесь до сих пор нет. По 10-бальной шкале оценивают чувство ритма, темп, хореографию, изгибы тела, положение ног, конечно же, артистизм и даже внешний вид. Петр Васильев, Станислав Потапов. А какие виды спорта вы знаете, где больше всего нужна интеллектуальная нагрузка, нежели физическая? Шашки и шахматы, разумеется. Но если мы говорим о соревновательной программе детей Азии, то сюда можно добавить и соревнования по игре Го. И вроде как правила всех трех игр понятны, но все равно каждая обладает своей глубокой стратегией, отличающейся от других игр. На соревнованиях по Го побывала Надежда Саханская. Вот такая позиция. У черного здесь камень. Ну и, казалось бы, белый может съесть этот черный камень. Ну, он съедает. А теперь черный думает, ну я же тоже могу белый камень съесть, и съедает. Ну и так получается бесконечно. На стыке науки и спорта Го считается одной из самых сложных игр планеты. Известный гроссмейстер Эммануэль Ласкер говорил, если где-то во Вселенной есть игра, похожая на ту, что есть на Земле, то это будет Го. Обычно партии могут длиться несколько дней, а в среднем партия идет около часа. И побеждает та сборная, которая наберет наибольшее количество очков. И у нас, в отличие, кстати, от любых игр, практически исключены ничьи. То есть всегда кто-то побеждает. И это дает этот накал, скажем так, игре. То есть всегда кто-то выигрывает. Сложной в парном состязании сложилась игра для ребят из Уральского федерального округа. Необходимо учесть, что в парных соревнованиях сокомандники, согласно правилам игры, не могут общаться и обсуждать ход действий. Здесь все построено на ментальной связи и чувстве игры. Кому-то это дается легко, а у кого-то получается, как в басне «Лебедь, рак и щука». У нас прекрасная команда, я его не понимаю, он меня не понимает. А у вас складывается проблема в том, что нет какой-то коммуникации? Ну, друг друга вообще никак не понимаем и, не получается. Следующий тур, скорее всего, тоже проиграем. Я парники ненавижу, это ужасно. Но одиночные, там что? Там я, в принципе, ни на что тоже не рассчитываю. Почему же так устроено? Потому что я мирно играю, а мирно играть в Го нельзя. Очень важно давать сверхоценку сопернику. Однако бывает всякое. Вот, например, сегодняшняя партия для Софии из Москвы прошла необычно. Их сборная одержала техническую победу. Соперник. Двое людей играют, и соперница пришла, а соперника нет, к сожалению. Никуда и без разбора полетов. Впрочем, спортсмены признаются, что интеллектуальные игры, будь то шашки, шахматы или Го, преследуют общую цель – одержать победу над противником и полностью завладеть игровым полем. Кто-то использует для этого агрессивные приемы, кому-то по душе больше спокойная игра с мягким захватом. Да, я предпочитаю более играть агрессивно в игре. Обычно, когда я играю в личном турнире, я играю спокойно. Я не очень люблю борьбу. Но иногда бывает такое, что ситуация вынуждает. То есть, когда понимаешь, что проигрываешь, важно как-то пытаться обострить ситуацию, чтобы попытаться отыграться. Го – игра, которая не теряет своей популярности на протяжении многих веков. Пришла она к нам далеко, с Востока, но по-прежнему занимает сердца и умы тех, кто любит интеллектуальные игры. Вообще, надо сказать, что здесь собрались ребята разного уровня подготовки, от новичков до гроссмейстеров. И каким сложится интеллектуальный диалог, покажет только игра. Надежда Саханская, Виктор Олесов. А теперь мы вновь готовы передать слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Якутия, доброе утро. Смотрите блок новостей.
В Якутию пришла жара, врачи предупреждают, жаркая погода опасна для людей с хроническими заболеваниями. Больше всего подвержены больные, имеющие проблемы с сердечно-сосудистой системой. Именно в летний период увеличивается риск возникновения сердечных приступов, инфарктов, инсультов, тромбозов и других болезней. В группу людей, кто тяжело переносит жару, также входят пожилые, маленькие дети до 3 лет и лица, имеющие хронические заболевания. Плохо может почувствовать себя и абсолютно здоровый человек. Якутские стрелки выиграли золотую медаль игр «Дети Азии». В Якутской городской национальной гимназии завершились соревнования по пулевой стрельбе. Смешанные пары боролись за победу в стрельбе из пневматических винтовок с 10 метров. Представители первой команды Якутии Валерия Винокурова и Николай Яковлев стали победителями. Финал начался с лидерства соперников из Уральского федерального округа Арины Бугай и Никиты Хмелева. Лишь в конце якутские спортсмены вырвались вперед, показав отличные результаты, и уральцам досталось серебро. Бронзовую медаль взяла команда Сибирского федерального округа Анна Герасимова и Иван Кормышев. На сцене театра оперы и балета прозвучали чарующие голоса оперных певцов. В международном конкурсе имени Италины Адамовой участвовали артисты из Монголии, Китая, Франции, также из российских городов и Якутии. Конкурс включал 3 этапа. Первый тур прошел заочно, на втором этапе спели около 30 артистов. Из них 15 выступили перед жюри. В итоге гран-при получила Екатерина Корякина. Премию первой степени вручили артисту из Монголии Доржседен Батырдане. Второе место занял также артист из Монголии Харалгараф Мунхтушвин. И обладателем премии третьей степени стали Екатерина Захарова и Бор Бацайхан из Монголии. Учусь в Московской консерватории, но это конкурс, это первый раз здесь. Я спел Онегин, ария из оперы Онегин, но нормально. Якутск это очень красивый город, интересно, здесь люди очень добрые и погода очень хорошая. В город Вилюйск из Китайской Народной Республики для отдыха в летней школе Сайдыс приехали ученики из города Хэган. Детей ждет разнообразная программа, где они познакомятся с культурой и традициями народа Саха. Также смогут практиковаться в общении на русском языке. Договоренность об обмене детскими делегациями была достигнута после подписания документа о сотрудничестве между администрацией Вилюйского района и народным правительством района Дуншань города Хэган в мае этого года. В августе вилюйские школьники также поедут в город Хэган. Вот мы несколько дней мы приехали из Китая. Сначала теплоходом, потом самолетом сюда приехали. Сначала мы еще немножко стесняем и переживаем. Как сюда приехали, вот все нас хорошо встречали и очень рады, вот, что здесь мы познакомили новых иностранных друзей, и здесь очень прекрасно. Что ж, конечно же, говорим спасибо нашим коллегам из информационной службы за свежую информацию. И вместе с этим мы завершаем наш утренний эфир. И перед тем, как попрощаться, напомним, какие мероприятия игр «Дети Азии» можно сегодня посетить. Во-первых, сегодня завершаются финалы по легкой атлетике и стартуют соревнования по брейкингу. Во-вторых, начинаются также финалы по скалолазанию и состоятся финальные матчи по футзалу. Что касается культурной программы, после обеда в Старом городе продолжит работу выставка «Город мастеров». В 7 вечера на площади Дружбы пройдет концерт группы «Ултан», а на Комсомольской площади традиционно в 7 вечера пройдет медальная церемония, которая завершится концертом группы «Breakout». Ну, естественно, это не все мероприятия, но такие самые, наверное, ключевые, я бы сказал. На этом я с вами уже по-настоящему прощаюсь. Уже завтра наступающий день с вами будет встречать моя коллега Дарья Анкехова. Мы же с вами увидимся когда-нибудь там попозже, а может, не увидимся, а может, увидимся, как будет, так будет. В любом случае, друзья, желаю всем вам отличного, энергичного и плодотворного дня. Любите спорт и по возможности, конечно же, живите спортом. До встречи.